Сегодня по поручению президента России Владимира Путина в его региональной приемной в Липецкой области провел прием граждан заместитель полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков. Мурат Зязиков еще в бытность свою президентом Ингушетии убедился в том, что представитель власти любого ранга должен воспринимать проблемы населения как свои собственные. На этот раз жители Липецкой области обращались в основном с вопросами благоустройства жизни на селе. Жители села Гнилуша Задонского района попросили максимально приблизить к ним помощь огнеборцев, ведь этот населенный пункт расположен в лесном массиве. К нашей администрации относятся 5 населенных пунктов. Население у нас 2000. И мы просили, чтобы нам помогли открыть пожарный пост. От жителей Хлевинского района было обращение по поводу строительства водопроводных сетей в поселке Южный. Там уже есть и газ, и свет, а вот воды пока нет, что мешает новоселам заселиться в дома. С просьбой отремонтировать местный дом культуры обратилась жительница города Задонска Ольга Пиндюрина. По ее словам, в ДК сегодня проходят мероприятия не только районного, но и международного уровня, поэтому необходимо привести помещение в порядок. Много социальных вопросов, что всегда я отмечаю под последние приемы в Липецкой области, это, конечно, люди, как правило, обращаются не с личным каким-то вопросом, а вот с общественным вопросом. Человек идет на прием и ставит вопросы населенного пункта, школы, амбулатории, то есть строительство дорог, газификации, да? Это очень приятно, и это говорит о том, что все-таки люди неравнодушны. И всегда хочется таких людей поблагодарить. Но сегодня были вопросы, которые ставились перед президентом, выходили люди на президента, то есть это письменные обращения были. Все вопросы, которые сегодня мы рассматривали, они нашли свое решение, то есть есть конкретные сроки, определенные, реальные, не так, чтобы как-то обозначить и забыть. И соответствующие проработанные и денежное содержание, то есть бюджет. С контроля снимается вопрос только тогда, когда он бывает решен. В ходе встреч с рядовыми жителями и представителями власти и федеральных структур Липецкой области Мурат Зязиков высоко оценил работу региональной приемной президента России, а также отметил достижения власти Липецкой области, которая проводит самостоятельную экономическую политику и поддерживает собственного производителя, показывая пример другим регионам в реализации программы импортозамещения. Экономическая политика Липецкой области, которую Мурат Зязиков отнес к числу элитных, позволяет успешно решать вопросы продовольственной безопасности и самодостаточности в обеспечении производства зерна, яиц, мяса и других видов продуктов питания. Область производит их в несколько раз больше, чем это необходимо для внутреннего потребления, заметно насыщая российский продовольственный рынок. Кроме того, Липецкая область, отметил Мурат Зязиков, находится в числе лидеров и по привлечению инвестиций в развитие региона. Успешное развитие области определяется и качеством управления региональными финансами. С начала этого года рост доходных поступлений составил 22%. Это лучший показатель в стране. В ходе своей рабочей поездки Мурат Зязиков исполнил почетную миссию, вручил благодарность полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Анатолию Елисееву. Много лет Анатолий Елисеев работал в должности федерального инспектора по Липецкой области и вот теперь выходит на заслуженный отдых.